Мост, который соединит два берега – Нижегородский и Чувашский. Дорожное сооружение через реку Суру возводится в Шумерлинском районе республики в рамках строительства федеральной автомобильной дороги М-12. Как ведутся работы на объекте и есть ли на сегодняшний день отставание от графика, выяснила наша съемочная группа. Мост через Суру станет третьим по протяженности на федеральной трассе. Его длина составит почти километр. Уже сегодня очертания будущего моста видны отчетливо. Установлены опоры, всего их 11. Сейчас при помощи стапель идет работа по сборке и надвижке пролетного строения. В пролете 7-11 – это монтаж на временных опорах. И в пролете 7-1 – это конвейерно-тыловая сборка с надвижкой через реку Суру. Смысл надвижки в экономии денежных средств. Для того, чтобы не строить временных опор в промежутках между пролетами, выполняется вот такого рода монтаж. Конвейерно-тыловая сборка предусматривает сборку в одном месте и последующее выталкивание пролета с надвижкой в заданную точку. На объекте задействованы порядка 400 человек, более 80 единиц техники. Завершить строительство моста планируется к сентябрю следующего года. Отставания от графика пока нет. Предполагается, что в сутки четырехполосный мост смогут пересекать свыше 30 тысяч автомобилистов. Для дорожного полотна это серьезная нагрузка. Поэтому важно, чтобы асфальтобетонная смесь была высокого качества и отвечала всем требованиям. Пригодность этого строительного материала для всей части М-12, проходящей по территории Чувашии, проверяют в специальной лаборатории. В этом зале у нас проходит полный курс исследования асфальтобетона. То есть у нас есть оборудование для испытания на содержание вяжущего в смеси. Мы исследуем зерновой состав, формуем образцы на исследование объемной плотности, максимальной плотности и также делаем образцы на проведение испытаний на колее образования. Работы ведутся на каждом из 85 километров федеральной трассы, проходящей через нашу республику. Дорогу прокладывают порядка 3500 человек. В их распоряжении 1100 единиц техники. Здесь ведутся работы по устройству земляного полотна, дорожной одежды. Также ведется устройство асфальтобетонного покрытия. В планах по асфальтобетонному покрытию у нас в этом году выполнить 55 километров из 85. Это дорога такого федерального значения, поэтому качество услуг, которые предоставляться будут на дорогах, начиная автозаправочные, либо какие-то сервисные услуги, они будут на высоком федеральном уровне. Это определенная планка, которой нам необходимо соответствовать, и аналогичные сервисы делать на подъездных дорогах к М-12 на территории Чувашской республики. Дарья Паскарюк, Диана Иванова, Михаил Солин, Денис Фролов. Вести, Чувашия.